Фуэнлабрадо, предместье Мадрида, городок с населением всего в 200 тысяч человек. Из достопримечательностей здесь лишь не самые сильные футбольная и баскетбольная команды. А вот во время гражданской войны в Испании в этих местах шли бои за столицу. В обороне Мадрида местным партизанам помогали воины-интернационалисты. Их действиями руководил легендарный македонский полковник Ксанти, он же генерал-майор советской армии Осетин Хаджи Умар Мамсуров. Именно здесь торжественно открыли памятник великому разведчику. Гранитный монумент установили в парке Содружества. Делегацию Северной Осетии возглавил Теймураз Мамсуров. Вместе с ним в Фуэнлабраду прилетели дочь и внук разведчика. На фоне того, что сейчас творится вокруг истории Великой Отечественной войны, то, что сегодня произошло в Испании, здесь, в пригороде Мадрида, я считаю, это очень символично и вселяет новые надежды на то, что не все посходили с ума, и победа над германским нацизмом, она в памяти. И они знают, кого благодарить. Они искренне это делали. Мы видели слезы на глазах, мы видели ликование. Об испанском этапе военной службы Хаджи Умара информации немного. Доподлинно известно, что в Мадрид его направили по приказу правительства Советского Союза. Вместе с ним в Испании были два генерала, военные прозвища Фриц и полковник Малина. Сам Мамсуров называл себя Александр Ксанти. О тех событиях он редко рассказывал. Даже в своей автобиографии уделил им лишь несколько сухих строк. Организовывал и был одним из руководителей обороны Мадрида. Лично руководил рядом операций в районе Мадрида. Организовывал и руководил всем партизанским движением в Испании. Лично участвовал во многих боях. Несмотря на то, что Ксанти был немногословен, на его подвигах ходили легенды. Данные о большинстве операций засекречены до сих пор. Даже памятную медаль за участие в гражданской войне Хаджи Умар Мамсуров получил лишь спустя 30 лет, в 1967. На самом деле, как пишут его военные соратники и особенно испанские патриоты, которые с ним вместе воевали, они пишут так: это был не человек, динамит. Там, где появлялся Хаджи, взлетали эшелоны, там взрывались поезда, там решались все вопросы в пользу Испании. Причем ни одна операция не была проведена сгоряча. Каждую Мамсуров продумывал до мелочей. С легендарным полковником Ксанти мечтал встретиться Эрнест Хемингуэй. Мамсуров в силу природной скромности долго противился, но все-таки согласился. Всего одна беседа, но писатель был восхищен. Вскоре выходит роман «По ком звонит колокол». Прототипом главного героя оказывается именно Хаджи Умар Мамсуров. Кстати, сам Хемингуэй так и не узнал, что его собеседник был осетином. В Испании генерал встретил и свою будущую жену, аргентинку Паулину Абрамсон. Они прожили вместе 30 лет, воспитали двух дочерей. Сын одной из них, Серхио Эрнандес, и сейчас не теряет связи с родиной деда. Мои дети интересуются своим прадедом. Что вы им рассказываете в таком случае? Ну, тут, кроме того, что вот автобиографических и ссылки на книгу, в общем, много я не могу рассказать. Вот. Вы знаете ровно столько же, сколько и все. Ну да. Он ушел на фронт в неполных 15 лет, осознанно завысив свой возраст. Возможно, это был зов крови. Среди его предков немало военных. Его грудь с молодых лет всегда была увешана знаками отличия: ордена Ленина, Кутузова, Суворова, Отечественной войны и Красного Знамени, медали СССР и других стран. Но была одна, самая ценная – звезда Героя Советского Союза. Почетное звание было присвоено легендарному генералу 29 мая 1945 года. Уже в ранге Героя Советского Союза он участвовал в Параде Победы. Во главе батальона сводного полка Первого Украинского фронта он прошел по Красной площади. Эта именная шашка тогда была с ним. Сейчас уникальный экспонат хранится в фондах Национального музея Северной Осетии. 4 войны, гражданские в России и Испании, с белофинами и, естественно, Великая Отечественная. Сотни дерзких партизанских операций и почти полвека, отданные служению своей стране. Казалось бы, этого слишком много для обычного человека, но Хаджи Умара Мамсурова вряд ли кто-то назовет обычным. Он на самом деле был Робертом Джорданом из романа Хемингуэя. Он пытался прожить целую жизнь за 2 ночи, которые были отпущены. Яна Гайгиева, Евгений Маркин, Ильдар Афашоков, Осетия ТВ.